Две судьбы в одном лице. Патрисия Каас приехала в Казань с моноспектаклем про Эдит Пиаф. Пела ее песни, рассказывала о важных моментах жизни, успела и побыть собой. Концерт прошел накануне вечером с аншлагом, а днем певица встретилась с журналистами. Слово Маргарите Петровой. Для города и артистки эта встреча третья. Причем повезло снова не только Казани. В гастрольном графике Патрисии Каас десяток городов, в том числе и глубинка. Певица призналась, в Россию влечет возможность узнать что-то новое. Des gamins, des artisans, des camelots et des agents, et des matins de printemps. Большой и радостный Париж на казанской сцене уместился настроениями и атмосферой. В оформлении минимализм. Из помощников танцоры 3 музыканта. Концерт, который анонсировался как шоу, оказался целым моноспектаклем. Вместо привычного для эстрады блеска Патрисия Каас надела обаяние. Много пела босиком, резвилась, словно подросток, кокетничала и шутила. К зрителю отнеслась с уважением, честно, общалась с залом через переводчика и сама выучила 3 русских слова «спасибо», «женщина» и «мужчина». Соревновалась с публикой, кто кого перепоет. Вот и на пресс-конференции не звездила, а словно даже смущалась вниманию и однажды слегка покраснела. У одной из самых желанных, конечно, спросили про мужчин, а она шутила, надеясь, что счастлива с русским женихом, о котором узнала из прессы. А еще рассказала об идеальном мужчине. Если внешне, то симпатичен Джордж Клуни, но певице важна внутренняя красота. Наверное, тот мужчина, который позволит мне открыть что-то новое. Нужно, чтобы этот человек умел уважать. Если он будет забавным, это тоже неплохо. Еще я люблю мужчин, которые умеют плакать. Патрисия Каас фотографировалась с журналистами и радовалась подаркам. Рассказала, что аромат духов «Красная Москва» от директора музея соцбыта напоминает ей масло, которое отец втирал в волосы. Конечно, говорила и про концерт. Я хотела организовать современный концерт, современный спектакль. Да, Эдит Пиаф пела давно, но она пересекает эпоху и проходит сквозь историю. Для этой программы Патрисия Каас прослушала все наследие Эдит Пиаф. Это больше 400 песен. Выбрала 24. Не самые знаменитые, но самые знаковые. Прожила каждую, и с каждой менялась мимика, пластика. А вот над самой «Мадемуазель Блюз» время словно и не властно. В финале вместе с артисткой и все зрители стоя отдали дань Пиаф. Для того и создавалась программа. Стоя провожали и Каас. Как в Россию ее влечет новое, так и для россиян она вновь открылась с другой стороны. Маргарита Петрова, Андрей Мохов, ТНВ, Казань. На этом новости Татарстана прощаются с вами.